В воскресенье 23 августа в социальных сетях распространилась фотография приказа министра просвещения и языковой политики Инала Габля от 19 августа. Приказ гласил о том, что этнические абхазы с 20 августа 2020 года не принимаются в неабхазские школы. Документ Министерством просвещения официально представлен не был. По нашей информации, это планировалось сделать в понедельник, 24 числа. Однако весь день 23 августа в социальных сетях активно обсуждалось решение министра. Сам он ситуацию никак не комментировал, а его пресс-служба сообщила нашим коллегам из «Спутник Абхазия», что решение принято для поднятия статуса и уровня абхазского языка и с целью в период распространения коронавирусной инфекции разгрузить русские школы. Общество восприняло такую инициативу неоднозначно. Юрист Саид Гизердава дал юридическую оценку документу. Он написал, что, цитата, «Приказ противоречит основополагающим принципам и нормам Конституции, равенству всех перед законом, принципу недискриминации и праву на образование». Конец цитаты. В этом вопросе поддержала его и коллега Лана Цава. Она отметила, что любой родитель может оспорить документ и будет прав. Кроме того, юрист добавила, что вывод ее таков. Цитата. «Дело не в том, что всех надо загонять, нарушая Конституцию, в абхазские школы. Надо срочно перенимать опыт многих европейских стран, открывать повсеместно бесплатные курсы абхазского языка, действительно заставить закон о языке работать, не брать без знания языка в бюджетные сферы и масса других мер». Министр прав в том, что обнажает очень проблемные вопросы, но все-таки Конституцию нельзя нарушать. Конец цитаты. Высказался и историк-археолог Батал Кобахи. Он сказал, что, цитата, «Никто в стране, включая людей не титульной национальности, не подвергал сомнению необходимость изучения абхазского языка. Но мало сказать надо, важно сказать, как это сделать, без ущерба образования детей, подпадающих под данное экспериментальное решение. Зачем нам еще одно потерянное поколение во имя амбиций других?» Полный переход на обучение на государственном языке нуждается в специальном финансировании и подготовительном процессе. И он многоступенчатый, не зависящий от сиюминутного желания кого-либо сделать что-то хорошее. Делайте, но думайте о последствиях, если это действительно является для вас архиважной проблемой. Конец цитаты. В основном все активно обсуждающие документ сходились в том, что именно он стал причиной для новой волны обсуждения проблематики сохранения и развития родного языка. Уже утром в понедельник 24 августа премьер-министр Александр Анкваб заявил, что решение министра просвещения будет отменено, так как оно противоречит конституционным правам граждан Республики Абхазия. Цитата. «Родители вправе самостоятельно определять, в какую школу будут ходить их дети. Единственным ограничением может быть только отсутствие учебного места. Никакие иные условия не могут влиять на выбор образовательного учреждения, в том числе и по прописке». Конец цитаты. Министерство просвещения и языковой политики никаких комментариев после решения премьер-министра не давало. Приказ в публичном пространстве ими опубликован так и не был. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ.